Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию стало главной темой единого информдня в Чувашии. Информационная группа под руководством председателя комитета Госсовета Чувашии Сергея Павлова вместе с главой администрации Вурнарского района Леонидом Николаевым провели встречи в Большеяушском, Шинерском и Апнерском сельских поселениях. Сергей Павлов остановился на основных направлениях и поставленных задачах послания, в котором затронуты все самые актуальные вопросы и обозначены стратегические направления работы. Подчеркнув, что в своем программном документе Владимир Путин уделил большое внимание экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Президент страны также говорил о социальной поддержке граждан, нуждающихся в ней, об обеспечении комфортной жизни населения, о безопасных и качественных дорогах, о развитии среднего и малого бизнеса, о снижении уровня бедности в стране. Президента были затронуты международные отношения, в том числе и США, ну и, конечно, новые виды вооружения. Сергей Павлов положительно отозвался о запуске программы поддержки учителей «Земский учитель» и о поддержке семей с детьми. Пособие для детей с инвалидностью, снижение налоговой нагрузки на семьи. Первый, второй ребенок, когда родился, если планка раньше, там же у нас нуждаемость требовалась, если прожиточную, то есть на душу, на каждого члена семьи доходы меньше прожиточного минимума, тогда выплачивалось. Теперь это будет выплачиваться, если не меньше, то есть не больше 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. То есть уже получит где-то 70% семей эту поддержку. Не оставил без внимания переход на цифровое эфирное телевидение в республике, подготовки к проведению весенне-полевых работ и обеспечения пожарной безопасности. Картофель он такой продукт, что постоянно играет, один год падает, другой поднимается. Тот, кто стабильно занимается этим продуктом, не имеет диверсификацию экономики, то есть несколько направлений, то они выживают и работают ежегодно. Вопрос утилизации твердых коммунальных отходов остро стоит и в Вурнарском районе. Во многих населенных пунктах не обустроенные контейнерные площадки, не установлены мусорные контейнеры, но плату за мусор собирают. Она свалка, это можно тоже сказать, просто свалка, хотя она считается зарегистрирован. Полигон ТБО. Да, полигон ТБО и входит в реестр государственный. Но мы ее должны закрыть, ликвидировать, так как ликвидировали Пихтулинскую свалку в Чебоксарах и Ильбешскую свалку в Чебоксарском районе. А в Вурнарах будет построена перегрузочная станция, и весь мусор в Чувашской республике будет свозиться на полигон Новочебоксарский, там перерабатываться. В дальнейшем как захораниваться будет небольшое количество только мусора, который не подлежит переработке. На встрече также были затронуты темы, связанные с благоустройством населенных пунктов, с ремонтом и строительством дорог и мостов, содержанием водоемов в сельской местности, с низкими ценами на молоко и другие. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Марина Баринова, Елена Анисимова, Павел Павлов, Вурнары.